Здравствуйте, друзья! И сразу же хочу вам сообщить, что от прошлого ролика собрали сумму в размере 145 тысяч для оплаты передержки, где проживают 24 моих собаки. Поэтому смогла оплатить сентябрь с вашей помощью. Спасибо вам большое всем-всем, кто откликнулся на прошлый ролик. И это только сентябрь. Конечно, если бы было куда, то собак бы забрала и перевезла. Друзья, сейчас в данный момент забираю от нее 5 собак. Одна уезжает в Германию на пристройство к нашим друзьям, а 4 собак принимает передержка, где мы недавно решили проблему с водой. Пришлось там потесниться, ужаться, чтобы 3 бородачей и подростка смогли бы разместить. Надо привести их в порядок, сбрить колтуны, въевшиеся в кожу. Их кормили там, только не выгуливали. И отсюда соответствующее поведение. Прыгают, скачут, радуются человеку, набрасываются, ставят ноги на человека. В общем, поведение надо корректировать. И также, друзья, надо оплатить перевозку собак. А это 6 тысяч. И у меня их сейчас нет. И у нее еще остается 19 собак. И уже надо оплачивать октябрь. Но кроме этих собак, многие также сидят неоплаченные на других передержках за август и сентябрь. Красота! Вот она, лисичка с своей дочкой. Лисичка, ты моя зайка. В одну клетку. Мы же хотели их сверху туда посадить. Хотя лисичка. И теперь следующая тема. Друзья, в августе мы с вами собирали на дорогу вот этим неразлучным рыжикам. Их спасали в марте из отлова Оренбургской области. Напомню о них, как это было. Я очень хотела, чтобы эти мама с дочкой попали в одну семью. По-другому было нельзя. Но это всегда сложно, чтобы двоих и в одну. И только в Эстонии согласились взять на такое пристройство. И вы знаете, у них получилось. Они за месяц нашли такую семью и взяли сразу двоих. Живут счастливо. Показываем. Уже и боязливая дочка стала социализированной. Вот что значит семья, индивидуальный подход, а не стая на передержке. Всем, друзья, спасибо за помощь, кто помог в августе им на дорогу. И большое-большое спасибо нашим друзьям-волонтерам Эстонии, также переживающим за судьбу каждой нашей собаки. Вот Юлия еще приперла малышку. На базарчике она была, потом ее кто-то взял, потом она появилась вот с этой бирочкой. Видать, выкинули, ее отлов отловил. Ну, слушай, она вся в глистах и рвет ее слизью, и срет она слизью. Сейчас я вот ее колю, не знаю. Малышку взяли, потом выкинули, потом ей вот эту бирку поставили. И что-то это самое, она к нам прибилась во двор. Ну, что-то прям совсем она плохенькая. И расскажу вам еще 2 истории про 2 собак. Первая – это астраханская Ириска. Спасенная года 3 назад, напомню, какой ее больной забирали тогда с улицы волонтеры, которая, приехав в Москву, также и в Москве, и в Твери проживала не на лучших передержках. Так уж сложилось в ее судьбе. И каждый раз, с каждой передержки, я ее спасала как заново. Намыкалась, бедняга. И второй песик – это Вуди, которого меня очень просила спасти Женя из Краснодарского края. Просила очень. Отстрелить его было приказано на производстве. Вот и обратился к ней охранник, а она ко мне. Женечка, добрый вечер. Это охрана. Короче, приехал наш хозяин, он посмотрел, сколько у нас здесь животных, и сказал, значит, вот здесь под магазином живет один пес.
хороший пес, так, рыжий такой. Вот. Но он ему сказал, убрать его, или чтобы он здесь не находился, или его уничтожат. Поэтому помогите, чем можете. Пришлось забирать мне его тогда спешно за день до отстрела. Побаивался он людей, да и был не социализирован, упирался, не шел, поэтому пришлось сразу проситься на индивидуальную передержку с социализацией по приезду в Москву. Помощи на него не было, только расходы. И вот посмотрите, каким он был и каким он приехал в июле месяце и каким стал в октябре. Небо и земля. Труд передержки налицо. А теперь главное, что хочу сказать. Вот сейчас, после всех наших трудов по спасению, по социализации, по содержанию и перевозкам с одних передержек на другие передержки, сколько было пройдено. И фотосессии тоже были. И пиарили. Никому не нужны наши, уже готовые для жизни на блюдечке собачули, умницы и красавцы. Поэтому вот сейчас нас пригласили на пристройство в Европу, если мы оплатим сами дорогу. Дорога каждой собаки стоит 350 евро. Дорого, но это лучше, чем они будут годами жить на передержке и стареть дальше. А я буду годами искать, чем их оплатить. 75 евро в месяц за собаку или 900 евро в год. Я вас очень прошу, друзья, помогите отправить их туда, где им найдут семью, как сотням других таких же бедолаг, ненужных здесь. Давайте соберем сумму 700 евро. Пусть и им повезет. Здесь у них нет шансов на пристройство. Без вариантов. Помогите, друзья. Пусть на 2 собаки будет больше счастливых. Я вас очень прошу. Давайте соберем. До отправки остается несколько дней. Мы должны успеть. Пусть они будут счастливыми. Очень хочу, чтобы и этим двоим также повезло, и они были счастливы, так же, как пристроены наши рыжики.